Испытано на себе. Поднялись на гору. Это вот место силы, священное место. Отсюда открываются прекрасные виды на село Тамтор, на горы и на место проведения эсэха. Ну вообще, то есть это именно смотровая, скажем так, зона, где люди приезжают, останавливаются здесь, могут чай попить и также оставить оладушки или там привязать ленточки. То есть умиротвориться, получить энергию и отдать благодарность духу данной горы. Пойдем. Березовая роща, про которую нам рассказывал гид, которой здесь нигде на горе нету и по соседству, по-моему, нету. Открываются здесь такие вот бешеные виды. Скамеечка. Можно здесь посидеть. О! Что, Петь, посидим? Да. Но тут опасно, да? На самом деле. Можно покатиться и все. А что ты на сноуборде? На сноуборд там резкий обрыв и камни внизу. Сноуборд покоцаем, боюсь. Нам-то что будет-то, господи? Я думаю, тут живность еще бегает, поэтому я все-таки оладушку так вот на 3 части раскрошу, чтобы... Опа. Опа. Огромное спасибо, благодарность большая, что мы сюда доехали благополучно и вообще проводим хорошо время. Ну и, естественно, вот покормили духов горы, возможно, в облике каких-то животных дух горы примет нашу благодарность. Ну а дальше мы едем в село Тамтор, посмотрим, что там у нас, как у нас там, возможно, зайдем в музей, ну и поедем в Аймекон. Испытано на себе. Едем в Аймекон. Первый раз в жизни поедем именно в село Аймекон. Не просто Аймеконский улус, мы едем именно в сам Аймекон. Да, первый раз едем в сам Аймекон. Посмотрим, что за Аймекон, что за место, что туда тянет народ, что там делают. Проверим на себе. Да, испытано на себе. Локация Аймекон. Правильно, Аймекон. Как скажешь. Пусть будет. В Аймекон дорога здесь от Тамтора 40 километров. Вот мы вроде бы по правильному направлению едем. Ну как, по картам Яндекс. От Google отказались ввиду разных событий, которые произошли несколько лет назад, где люди до Магадана ехали, не доехали по Google картам. Поэтому мы пользуемся Яндекс картой. Она, конечно, у нас показывает сейчас, в данный момент, из-за того, что нет интернета, белым фоном и просто направление от поселка до поселка. Ну, в общем говоря, едем. Да, на самом деле, не ошибешься, тут дорога одна. Повернули и поехали. Мы будем надеяться. Хотя на Староколымский тракт тоже дорога расчищена какого-то. Какого-то, да. Для чего? Для кого? Это вот куда она, эта дорога? Нет, я имею в виду... А по поводу организации, вот по поводу организации, да, вот как-то вот фестиваль, он вроде фестиваль, но программа вот какая-то непонятная. Ладно, понятно, идет форум, да, предприниматели там встретились, общаются, там принимают какие-то решения, может быть даже стратегические, но при этом выезды непосредственно на сами локации в программе есть, и при этом кто ведет, куда ведет, когда поедут, кто там встречает. Ну, в общем говоря, будем самостоятельно добираться, смотреть, изучать. Может быть, нам помогут, вернее, там местные жители. В общем, все хорошо, принимают дружно, везде. Везде с улыбкой, везде подскажут, помогут, расскажут. Так что не пропадем. Едем. Испытано на себе.
Ну что, вот мы приехали на село Оймекон и первым делом остановились на стеле «Полюс холода». Здесь замечательно установлен памятный такой знак минус 71,2 градуса по Цельсию. Здесь очень много туристов останавливается. Бык холода, естественно, установлен. Но так традиционно, вообще в Якутии считается, что бык холода – это символ непосредственно холода, который берет свое начало с Северного Ледовитого океана, приносит с собой холод в Якутию, и весной начинают у него отпадать рога сначала, потом голова, и вместе с ледоходом, великой рекой Леной, уносится тело быка обратно на Северный Ледовитый океан, и тем самым наступает лето. Ну, вот здесь, так как это именно самая холодная точка мира, самая холодная населенная точка мира, поэтому здесь вот как раз-таки установлен символ бык холода. У нас туристы из Якутска, из Вилюйских улусов, Сунтара, Верхнего Вилюя и Низнербы, и один турист из Индии. Ох, даже так. Я организатор туров по Оймекон. Оймекон тур наша фирма называется. О, Оймекон тур так и называется. Замечательно. А почему, кстати, не знаете, именно вот полюс холода поставили здесь стелу Оймекон, ну, минус 71,2, а не в Тамторе? По идее же в Тамторе было, ну, расчетным методом было. Да, в Тамторе зафиксировали, но как бы село Оймекон, тогда вот четкого разделения Оймекона не было. Вот весь этот 4 наслега, все это Оймеконом считалось. Все Чугейский понятно. наслег, Сорбновский, Ага. Оймекон, Тамтор, все. А Ну-ну. потом вот позже вот это назвали уже Ну-ну-ну. установление Оймеконом. Понятно. Ну, мы работаем с 2016 года. Летние и зимние туры. У вас туристы со всей республики и со всего мира, я так понимаю, да, вообще, в принципе, приезжают? Зимой в основном, да, Мгм. приезжие бывают. Летом в основном из республики состоят. Ясно. Этой зимой очень мало клиентов. Очень мало. Совсем. Как вот пандемия началась, и сначала вот иностранцы уже перестали Мгм. приезжать, потом мы ждали гостей из России, потом в прошлом году еще более-менее было. Вот, мы думали, что прирост будет какой-то, Ага. а в этом году еще поменьше стало. Поменьше стало, да? Ну, то есть сказалось все-таки это. Вот у нас единственная надежда уже сейчас вот на индийцев и на китайцев. Сейчас Китай коридор открыл, Мгм. и говорят, еще филиппинцы, что ли, открыли Вьетнам. Мгм, мгм, И вот оттуда ждем уже поток. Как бы Китай же это большой рынок, мгм. и вот оттуда могут приехать. Ну, потенциал есть. Да, потенциал Есть. Сейчас Ага. уже вот после Нового года же этот договор сделали. Мгм. Поэтому сейчас в этом году уже не успели просто приехать. Ну. Сейчас вот уже наладят вот эти турагентства там. Мгм, мгм. И вот следующей зимой уже ожидаем Мгм. прирост туристов. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Ладно, возможно, огромное спасибо вам за информацию. Возможно, мы летом к вам тоже приедем, Да, приезжайте. воспользуемся вашими Летом услугами. Очень красиво, очень интересные туры. В основном летом всё это локации очень красивые. Таким образом, местные предприниматели пытаются выйти из сложившейся ситуации, которая была, ну, которая возникла из-за пандемии. И есть потенциал сейчас открытия новых туристических потоков из Индии и из Китая. Ну, поживем, увидим, посмотрим. Ну, а мы едем дальше. Еще одна локация в Оймеконе. И еще одна стела. Оймекон. Заехали внутрь села Оймекон. Здесь имеется такая замечательная стела, очень интересная, куда указано направление с километражом до разных точек мира. Ну, здесь, к примеру, Москва, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Берлин и так далее. Очень интересно. Ну и, естественно, стоит самая знаменитая стела Оймекон «Полюс холода», где все люди останавливаются, фотографируются. Ну и вот так вот интересненько держит термометр. 2, 3. I'm very famous now. Звезда. Очень популярна, да? Да, да, популярна. We are from TV Ага. and want to ask you about your journey in Оймекон, in Yakutia. Oh, it's a long story. I started my journey on the 19th of March. Like I was in Delhi
And 20th of March, I flew from Delhi to Tashkent. And then again connecting flight to Krasnoyarsk. Then from Krasnoyarsk, I stayed one day there, just some hiking. Novosibirsk, and then I took a flight from Novosibirsk to Yakutsk. And from Yakutsk, I joined my friends, a group tour. I came all the way from India to experience. You are from India? Yes. Oh, yeah. I'm from India. I have come from India. I'm going back on 3rd of April. Again back to India. Only for Omicron I've come. And can you tell us about your feelings? Oh, it's very good. I mean, Omicron is quite famous in India, in fact. Few travel vloggers have come here. And I think there is tremendous potential to develop tourism here if Oh, it's good. I mean, at least in springtime, at least this is a good time. Festival of Cold can be promoted. It's and the road is also very beautiful. I have done the Chuisky tract, Altai, and I mean, if we compare, this is the road from like the scenic beauty. I think it's the Kolyma Mountains. I don't know, Kolyma Mountains. It's very beautiful. Sochin Krasiva. The road is very scenic when we are coming. So it's combination of both. I mean, full of cold. Then the culture, the Yakutsk culture, Sakha. Yep. It's interesting. Like yes, and the Yakut city. I went in the museums, and of course the journey. It's all clubbed up together. Okay, thank you. Thank you. Да, даже мы сейчас идем, как раз уникальный момент, сам Чингисхан пришел встретить гостей, и мы здесь оказываемся одновременно, как раз таки со всеми гостями, увидим непосредственно речь самого Чингисхана. Как видите, очень много туристов сюда приезжает, и сам Чингисхан вручает сертификаты о посещении полюса холода непосредственно перед стеллой. И это все перед тем, как будет запущена туристическая программа с посещением арт-галереи и канибазы. Ну а пока мы ждем и наблюдаем, как вручаются сертификаты людям, которые приехали сюда посетить полюс холода. Наш Омикон считается вот полюсом холода, да. Поэтому здесь очень, приезжают туристы, заинтересованы именно вот смотреть, как люди здесь живут. Но основной туристы бывают от центральных регионов. Раньше 90% было иностранцев, сейчас 90% вот местные, вот наши российские туристы приезжают. И они вот хотят вот сами ощущать вот холод Омикона, да. И в восторге бывают, и даже вот говорят, как вы тут живете. Приезжают за ощущениями. Да, за ощущениями приезжают. Вот. Ну, как сказать, вот туризм и Омикон, да, вот туризм это как социально-экономическое благополучие, вот он будет как тоже как сельское хозяйство, тоже фундамент, один из фундаментов. Ну, отраслью стало, да, становится. Ага. Поэтому мы очень заинтересованы, да, вот, в этом сфере туризма. И постараемся, как сможем, так работаем. Так, как встречаем гостей, рассказываем про наш Омикон, показываем наши чудо-ручейки, которые вообще никогда не замерзают. И есть кое-что, что показать в Омиконе. Ну, конечно, конечно. Да, природа. И природа, и быт. Очень интересно. Да. Ясно, спасибо большое. Испытано на себе. Ну, остановились в селе Омикон и как раз поймали туристическую группу и даже поговорили, успели с индусом, ну, человеком, который занимается туризмом, сказал, что Омикон, именно полюс холода, имеет огромный потенциал для развития туризма. И также встретились, пообщались с Чингисханом, он нас пригласил к себе на свои
ну, в свою арт-галерею. Сейчас поедем посмотрим, очень интересно. Испытано на себе. Также по дороге в галерею Чесхана мы остановились на памятнике, посвященному охотникам, кадровым охотникам, которые спасли наследник. Вообще занимались именно охотой на зайца, на пушнину. И в годы Великой Отечественной войны, благодаря их деятельности, здесь люди выживали. И поэтому вот местные, как называют, Дед Мазай, на самом деле это памятник именно охотнику. Ну, остановились, поехали дальше с туристической группой. Мы сейчас находимся в галерее Чесхана, и он является фотографом-любителем, и здесь расположены именно его фотографии, именно аймеконского уса. И сейчас вот идет как раз-таки рассказ именно самого Чесхана о том, как он собрал эту коллекцию и вообще, что из себя представляет этот музей. Это наши предки раньше всегда так делали. Да? И вот железная руда называется лимонит. Вот 25 килограммов руды мы получили, вот почти 6 килограммов золота. Железо. Да. Вот пополам разделили, вот одна половина вот с собой взял. Вот, подержите. Это железная крыца. Это наши предки вот так добывали железо. This is iron ore. Yeah, it's iron, and from this iron they are making saw knives. That's nice. This iron is from Аймеконский ус. That's very, I know, a lot of mineral resources in Japan. Можно? А вот это наша самая вкусная ягода, княженика. Железная руда. И вот как раз таки здесь имеется кузнечное дело, да, то есть вот такого плана ножики делают, вот как раз таки из железной руды. И этим как раз таки занимаются именно кузнецы, ну, в данном случае именно кузнец сам Чесхан, вот делает вот такого плана ножи. Вот руда, вот ножики. Из нее, из этого железа. Да, вот сам Чесхан делает. А как ее выплавляет, сам ее, ну, в смысле, расплавляет? Да, все полностью делает вот из руды. Обалдеть вообще. Испытано на себе. Мы находимся на реке Индигирка и собираемся сейчас, так как мы приехали в Аймекон, традиционно искупаться. Иначе нельзя по-другому, обязательно необходимо искупаться в реке Индигирка. И мы сейчас ищем глубину, где можно это сделать. А я потом отсюда как вылезу? Идет подготовка, присматривается к месту. Надо кипятильник достать, включить, подогреть воду. Просто поваляться, да? Поваляться не знаю. Все? Давай. Тапки одевай. А, возьмешь? Давай. Тут, видимо, на колени надо встать. Колени перед полом. Не знаю, как. А как ты это сделаешь? Так умнется, просто побрызгается. Ну или что? Давай не голову. Прилаживать, наверное, не надо. Всем интересно. Я вам такое скажу, ощущение неоднозначное, особенно когда все стоят и смотрят. Ты знаешь, как подопытный кролик. Но побывать на Индигирке, не искупаться. Пробуем.
Я вот сейчас иду по воде, она в принципе приемлема. Ну, то есть, в принципе, тепло. Освежает. Ну, привыкнуть нужно. Дыхание сводит, ага. Аж на. Но так-то привычно, нормально. Оп. Ну что я вам скажу? Круто. Даже я пока не могу передать свои ощущения. Я даже вот на улице вышел, в принципе тепло, нормально, можно купаться. Я бы даже еще раз, наверное, нырнул. Тут бы еще палатку поставить теплую, вообще шикарно было бы. Но на улице температура тоже нормальная, ветра нет, ногу не сводит, ни руку, ни ногу, как видите, я вот прошелся даже более-менее до глубины. Шикарно. Давай. Ну что, в этот, да? Ну что, искупались в Индигирке, сказали, что я буду теперь здоров весь год, ну, как минимум. То есть через год надо будет обязательно приехать опять нырнуть в ледовой воде. Да, а так ощущения, в принципе, нормально. Ну, понятно, что в машине тепло, я сейчас вот сижу, согреваюсь, поймал определенный тонус, выработка адреналина. И вот когда говорят, что кайф, да, то есть есть разные способы получения кайфа, ну, с учетом даже наркотического и тому подобное, это выработка эндорфина. И вот у меня сейчас в данный момент идет прямо бешеный эндорфин. Да, тут я вот прям сижу, себя чувствую очень радостно, клево, круто и весь в тонусе. Ну, далее что мы делаем? Мы едем обратно в Тамтор, ну и посмотрим нашу дальнейшую программу туризма по Емыконскому Улусе. Испытано на себе. Остановились по дороге, увидели табун лошадей, решили подойти, немного попробовать покормить их, ну или вообще рассмотреть поближе якутскую лошадь. Посмотрите, вот якутская лошадь, особенность в чем? В том, что она питается самостоятельно, для нее не нужен никакой специальный комплекс, где она будет там зимовать и тому подобное. Вот лошади самостоятельно всегда табуном ходят и зимой, и летом, и добывают себе самостоятельно пропитание. А именно якутские лошади, особенно именно емыконские, они очень морозостойкие. Привет! Кушать будем? Каль? Come on. Вот тебе Каль. На. Ой, ты молодец, молодец. На. Оп, упала. О! Достать может? А? Давай достану. Опа. На. У нее зубы есть. Ага. Ну, потому что кормишь. Че, не хочешь? Давай поменьше сделай. Видишь же, идет? На. Булочку. Молодец. Ну давай, попробуй. На. Ну что ты? Не хочешь, что ли? Булочка. На. Давай. Кальман. Оп. На еще. Оп. Ага.
Не кушают булочек. Может, что-то другое? Хлеба, а у нас ничего нету. Ой, красивая тыква. Где? Не. Ой, ты прикольный. Мордатый такой. Прикольный. Смотри, как интересно. А так, на самом деле, очень интересно, да? Просто вот так вот на дороге остановиться. Хорошенькие. Они сначала пугливые, а потом понимают, что им ничего не угрожает. Ну, они вообще толпой подошли. Да, все уже пошли. А вот что-то вкусненькое бы принесли, скажи, да? Ну, вы такое кушаете? Кушаешь такое? Тебе больше я интересен, да, нюхаешь меня. Классные. Вот они, настоящие оймеконские лошадки. Ну-ка. Прикольно, все пришли. Сделайте фотку. Подружились вот таким вот образом с местными лошадьми. Попытались их покормить булочками. Оказывается, булочек они не кушают. Зато мы им помогли немножко добыть им пищу, отломали веточек, покормили. Ну, очень интересно. Подружились, главное, с местными лошадьми. Нас остановил инспектор ДПС. Сейчас будет проверять. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор ДПС маршрут на полицию. Здравствуйте. Документы, пожалуйста. Так, 40. Полицейские вытащите, пожалуйста. Куда? Мы сами с Якутска. Так, страховка. Соблюдаем скоростной режим. Да, конечно. Все, Мы до сейчас вот свидания. на вот нас и спать, как говорится. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Завтра еще встретимся. Да, хорошо. До свидания. Вот таким образом нас проверили, инспекция ДПС, ГИБДД, да? Остановили нас, проверили, у нас все в порядке. И даже пожелали счастливого пути. Представляете, Самторин нам пожелали счастливого пути. Первые. Причем это инспектора приехали специально с Якутска, Да, кстати. если что. Дамтор. Да, здесь там туди нету инспекторов. Ну, круто, едем дальше. Интересно. Испытано на себе.